проецируется. Пожалуйста, также у нас есть много стульев, и будем мы делать обязательно кинопоказы. Хотим сделать регулярные кинопоказы с фильмами про художников. В общем, приглашаем вас в гости. Надо, мне кажется, больше общаться, выходить онлайн. Онлайн теперь у нас работает вот так, да, то есть как бы поэтому давайте переходить в офлайн. Вот, встречаться, общаться, взаимодействовать здесь. Эта выставка, и вот теперь, да, можно к ней подойти, она называется «Да, у воды». Вообще хочется сказать, что этот год я как-то созерцала, обращалась вглубь себя. Знаете, жизнь нас учит тому, что иногда, чтобы создать что-то новое, надо что-то отпустить. Иногда, что да, это, и путь Дао — это такой путь перерождения, скажем так. Что-то умирает и что-то рождается, что-то созидается, что-то отпускается. Вот, поэтому я в прошлом году весь июль провела в Китае. И, собственно, вот работы, которые я там создавала, они были очень яркие, цветные работы. Да? Вот, а приехала я в Москву такую, и тут уже все черно-белое получилось. Ну так получилось, да, вот какое-то такое соединение. Вот. И эти работы, все, которые вот, небольшие по паспорту, они все выполнены без карандашного рисунка. Для меня это такой уникальный баланс наблюдения за водой, то есть первая заливка — это вообще растекание, как вода и краска себя ведет, то есть это такой эффект неделания, да, то есть ты становишься созерцателем, ты не влезаешь туда, куда не нужно, ты учишься этому балансу, а дальше уже мастерство художника без какого-то прогноза, без помощи, то есть уже на ощущениях, на своих знаниях, и для меня это был очень интересный опыт, и я решила, что мне очень это нравится, и хочется продолжать дальше в том же духе, собственно, да, создавать эти работы, поэтому вот такая коллекция. И потом у меня вот создалась работа, которая за вами, большая, 1,5 метра. Здесь уже, если вы посмотрите, там такая картиночка рядом добавлена как раз в негативе. Здесь размышления мои по поводу вообще времени, потому что, находясь в Китае, я видела, что есть очень много современного Китая, при этом они очень чтут традиции свои. И вот это объединение современности и истории, оно как будто бы в какой-то момент становится в одно мгновение, да, то есть время становится нелинейное, а как будто схлопывается, и здесь девушки нарисованы в негативе, но если мы переведем, наоборот, все изображение в негатив, мы увидим, что они становятся как раз реальными, а все остальное становится как бы призрачным, как на пленке. Вот. Как будто бы все эти люди гуляют по одним и тем же улицам, собственно. Вот. Также вверху там карта запретного города в Пекине, вот она здесь тоже так вот в композицию мне собралась. И после этого вот я решила создать 3 работы, рядом с которыми я стою. Это микс акварели и цианотипии. Да? Сейчас. Что такое цианотипия? Вот. Цианотипия родилась вместе с рождением фотографии в этом мире, и это было где-то конец 19 века, собственно, когда вообще фотография зародилась. Фотография и это способ проявки фотографий, да, фотопленки 1 к 1. То есть если мы создаем, как на фотоаппарате, да, пленочка получается вот такая, и дальше с помощью проектора все, да, фотохудожники проецируют в зависимости от размера бумаги ту, на которую это нужно. Здесь я сразу печатаю свои фотографии на пленке 1 к 1, вношу специальный состав, и с помощью солнца, спасибо солнцу, спасибо этой весне, что солнце наконец пришло в Москву, а то 6 солнечных часов в декабре, они, конечно, так себе. Вот. И можно также использовать ультрафиолетовые лампы, и уже идет проявка для того, чтобы получить различное время экспонирования, да, то есть где-то засветы, где-то какие-то более светлые места, то есть здесь тоже как бы это такая... Дальше происходит много шаманства. Вот.
И тут, собственно, работа тоже про тему времени, про такой, я ее назвала, сон во сне, потому что у меня вот такой кадр с девушками, где она абсолютно в аутентичном костюме китайском, да, таком, который мог бы быть в средние века, там много, 500 лет назад и больше, идет с пластиковым стаканчиком в руке и в кроссовках, там, не знаю, Nike или Adidas, что там у нее. Вот. И как бы точно так же мы видим какую-то классическую архитектуру, и за ней, да, у нас аэропорт или что-то такое очень, очень современное. Ну, то есть получается такой микс времени, вообще совсем тихо, так тоже понятно. Я начинаю уже. Вот. Получается микс времени, микс, ну, не знаю, вот, да, ощущений. Тут нет какой-то прямо одной цельной картинки, у меня не было задачи вот в этих работах, то есть сделать так, чтобы это казалось одним целым. То есть мне наоборот было интересно показать как бы соединение, наслоение, наложение каких-то образов. Вот. Собственно, здесь девочка, это вся история про Пекин. Ну, тут надо сказать, что мне просто родилось, что дети цветы жизни, конечно. Ну, в общем, не знаю, почему я посмотрела на нее, мне захотелось лотосы нарисовать, так что здесь лотосы абсолютно в свободной технике, с мазками, с растеканиями, без какого-то планирования уже тоже вот собрались вместе с этой чудесной девочкой на чемодане. Ну и центральная работа здесь такая, знаете, тоже удалось мне ее запечатлеть. Она то ли там с вейпом, то ли с телефоном, да, в очень классическом костюме китайском. Собственно, девушка идет, и непонятно вообще про какое время. Ну, то есть понятно, что уже, да, современное, но вот это вот, наверное, интеграция чего-то современного в классику или классического в современность, заставляет как бы какие-то вопросы в нас появляться, а что вообще является классикой, а что является современностью, что из этого? Ну, то есть что мы можем оставлять, что мы можем, не знаю, что модно, что не модно, как это вообще, кто решает, как это вообще все происходит. Это очень интересно. Ну, то есть ведь они, сохраняя свою культуру, надевают эти платья и чувствуют себя круто. Ну, то есть, как бы, мне в этот момент казалось, что если мы в русских народных костюмах выйдем, мы что-то как-то так это будет немножко, да. А вот хотелось бы, наверное, в этом смысле есть чему поучиться. Ну, то есть, мне кажется, всегда прекрасно смотреть, не надо копировать, но какие-то моменты, наверное, классно брать и смотреть, как это все происходит. Вот. Поэтому, наверное, знаете, как сохранение культуры, меня это невероятно поразило перед путешествием в Китай. Я вообще, конечно, могу долго болтать, сейчас закончу. Вот. Я смотрела фильм потрясающий Бертолуччи, по-моему, «Последний император», и там вот есть такой момент, когда мы видим, насколько, да, классические костюмы, какие декорации, как это все богато, и даже войны в Китае там за 2500 лет не убили вот эту красоту культуры. И потом резкий переход на 40-е годы 20 века, и все одинаковые, все в сером, все одинаковые. И ты просто понимаешь, так, подождите, там 1000 лет до этого ничего с этим не сделали, а 20 век стер лицо вообще, то есть лицо культуры у многих. И это, наверное, то, о чем хочется подумать вообще, и хочется это сохранять, смотреть на это как на бриллианты, на красоту, да, то есть вот этих вот моментов, знаете, которые уникальны, которые вызывают наслаждение. Вот. А теперь мы с вами переходим к вот этим прекрасным надписям, да, что на них написано не доширак. Ну, мы уже, да, тут смеялись по поводу татуировок, да, когда эти все делают, а потом ты как прочитаешь, а что ж там такое. Вот, я воспользуюсь шпаргалкой. А это ты писала, да? Нет, это не я писала, каюсь. Но я тоже занималась каллиграфией, но японской каллиграфией. Здесь получилась такая история, что мы вообще, мое путешествие в Китай, это не просто было, вот я решила поехать в Китай, компания канадская Baohong, канадская компания Rockwell совместно с китайской компанией Baohong приглашала художников, и 19 художников со всего мира, я в том числе,
мы поехали, собственно, в резиденцию на месяц. Получили там дипломы, что мы амбассадоры по защите культурных ценностей ЮНЕСКО. Вот, и рисовали в разных городах, в том числе в городах, такие как Хонсон и Сиди, которые не тронуты были разрушениями. То есть они сохранились со средних веков такими же, как были. Это очень маленькая часть региона Китая, она находится рядом с Шанхаем, вот именно в которых, ну, которые не тронуты. И там действительно живут люди, и в эти города можно зайти только по пропуску. В общем, это как город-музей, то есть ты перемещаешься во времени, что-то невероятное. Вот. И у нас также были выставки, часть наших работ в фонды галерей в разных городах попала. Ну и в одном городе была такая ситуация, что я уже что-то устала после пленэра, возвращаюсь, тут часть моей команды говорит: а ты не видела, там каллиграфия. Я говорю: где, что происходит? Он говорит: ну выходи, у нас там в соседнем доме, там оказывается студия каллиграфии огромная. Я туда прихожу, а там уже наша, значит, команда художников, а у нас там, надо сказать, Индия, Португалия, там, США, Канада, в общем, все, Япония, и уже там, значит, один парень уже на хинди выводит, вот, там, кто-то на японском. Я говорю: а в чем суть? А получается, вот эти ребята, мужчины, каллиграфы, они предложили такой вариант, что мы вам в подарок даем наши каллиграфии, ну, работы, а вы нам оставляете на вашем языке каллиграфию. То есть вот пишете. И это был невероятный вечер, потому что мы действительно пробовали кисти, ну то есть вот они нам позволили со всем этим распоряжаться. И мы тоже от России написали «Жизнь коротка, искусство вечно». Вот, и надо было что-то красивое. Вот, ну, что пришло в голову, но мне кажется, даже так символично. Понятно, что это не русское выражение, но тем не менее, ну, красиво получилось у нас с Ириной Бибик, с хедом Фабриано в России. Вот. И, собственно, вот в подарок мне подарили вот эту конкретную каллиграфию. На ней, кстати, написано, это такая идиома китайского языка, ну, скажем, такое образное выражение, которое означает времяпрепровождение людей искусства, художников и литераторов. Собственно, то, чем мы сейчас с вами здесь и занимаемся все. Это вот мы. То есть вот наше, как сказать, вот это некое действие, которое здесь происходит, вот выглядит вот так в китайском языке. Здесь у нас на этой каллиграфии, она, к сожалению, то есть моя вольная интерпретация, она горизонтальная, конечно же, но мне нужно было сделать две вертикальных, поэтому, ну, скажем так, представим ее. Да, а не надо было говорить, да? Все спалилось. Бесконечное благословение и блаженство. Термин, используемый в буддийской классике, собственно, он связан с тем состоянием, которое получает человек, когда он совершает благие дела. То есть вот именно состояние благости, какой-то радости, блаженства от созидания, собственно. Вот. И здесь у нас закат окутывает ее бесконечным очарованием, иней окрашивает осенние кленовые листья в ярко-красный цвет. И здесь есть отсылка также к старости, ведь возраст не означает потерю жизненной силы. Собственно, вся философия, она, конечно же, про путь. Иногда он не бывает гладким, иногда он бывает нелинейным. Нам кажется, что да, должны быть шаги, там, не знаю, вот как лесенка вверх, но чем больше ты живешь, тем ты понимаешь, что ты не в 2D каком-то пространстве, да, там, а что ты в 3D, может, 4D, и движение может быть вообще хаотично. Главное двигаться, иногда это вообще звездой, да, куда-то туда и в разные направления ты идешь, развиваешься. Главное, наверное, это не останавливаться. И, собственно, даже в глобальном смысле дао — это все, что окружает нас, это наш путь, а путь он такой многоликий, многообразный, и мы есть путь. Вот. Теперь ваши вопросы, я с радостью отвечу, можем. Да. Это ты сама делала фотографию, да? Да, конечно. Нет, это мои вот. Я там ходила как фотоохотник. Я просто потом не могу их догнать и вернуть эти фотографии, да? Нет.
А как фотографирую, ну это же наш лайфхак. Делаешь вид, что ты селфишься. Там волосы поправляешь и снимаешь все, что ты хочешь. Вот. Ну, естественно, здесь как бы... Вот девочка у меня получилась здесь очень четкая. Ну, как бы, опять же, вырастет она, не все ребенка узнают. В данном случае здесь у меня размытое лицо, я специально делала так, чтобы не было это прям четко. А здесь я также как бы немножко его видоизменила, когда, то есть я же работала с фотографией там вначале. И за, как бы, вот этот вот тоже эффект, который мне здесь очень нравится, именно как бы, засвеченное лицо. Вот. Так что, ну да, как и во всем, я работаю только со своими материалами. Ну, то есть, а иначе я их просто не чувствую. Поэтому вот я говорю, вот здесь я не уверена, что не лапша написана. Вот, а как бы, это я не переводила, так что если кто-то переведет через транслит, это будет для меня сюрприз. Должно быть написано. Ну тут точно, это... Потому что здесь всего 4 символа, а ты такую длинную речь сказала, там, наверное, Нет, я просто пыталась, это как, знаешь, выражения, которые существуют только в этом языке, они означают, они там два слова, а их просто, чтобы перевести на другой язык, надо целый абзац насочинять. Вот, поэтому нет, здесь, я думаю, что это вывеска какого-то кафе, возможно, так что да, там, приходите на нашу какую-нибудь вкусную еду. Они не заплатили тебе? Нет, ну да, я пойду их догонять и это самое. Вот. Но надо сказать, что вы, собственно, первые, кто видите эти работы, потому что я еще не в соцсетях ими не делилась, и они здесь на выставке, вот вчера были на превью, и сегодня спасибо, что вы здесь, потому что вот это прям вот вживую свеженькие пирожочки. Ну, здесь, собственно, и концепция вот этой стены, она как бабочка, тоже про время, в общем, были такие, это уже мои внутренние заморочки. Вот, но мне приятно, что вы здесь со А мной. места в сюжетах? Что? Места в сюжетах, они реальные или это вольные? Да, это реальные места. Ну, где-то чуть более вольная интерпретация, вот как здесь, а где-то это прям конкретные, да. Это город Датон, это центральный, собственно, храм в Шанхае, там вокруг небоскребы стоят. Это как раз вот в городе Сиди, где мы первую часть нашего пути были, вот он такой исторический, с времен, не знаю, да, со средних веков остался, собственно. Вот как раз там картина с праздником, это Шанхай. Вот. Здесь получается, это тоже Сиди, вот этот же город. И, кстати, я использовала этот образ, вот этот же храм, он и здесь. Он мне просто очень понравился, я его, наверное, 3 или 4 раза рисовала. Могу еще, кстати, цветные работы сегодня достать, показать вам вот китайские. Вот. И он, ну, потому что он на воде стоит, это вообще что-то такое. И здесь это тоже улочка из тоже Сиди. Вот. И здесь тоже Сиди. То есть это прям древний. А вот тут это, собственно, Пекин. Это запретный город. Вот. Что? И левая, это тоже, по-моему, Сиди. Вот. То есть много мы там были. Запретный город, это что? Спасибо. Ой, как красиво, спасибо. Запретный город, это, собственно, вот всем рекомендую фильм «Последний император» посмотреть. Там это фильм, который последний, который реально снимался в запретном городе. Не в декорациях, не, как бы, больше не разрешали они снимать там. Ну, это вот как наш Кремль, скажем так, это там, где император. Это историческая застройка, куда вот... Это запретный город, где находился император, куда нельзя было попасть простому смертному. Это огромная часть вот города, где находился император и все, собственно, ну, слуги, подчиненные, разные подразделения. Сейчас туда можно попасть. Запретный город, там по Википедии, наверное,
наверное, больше 70 тысяч человек в день посещает. Там просто сумасшествие. Честно говоря, мы туда не попали, потому что, во-первых, мы не знали, но мы попали были около Тяньаньмэнь площади и, собственно, поднялись на холм, вот с которого видно запретный город. Ну, это было потрясающе, потому что снизу ты его не видишь. И в этом есть как бы минус, ты видишь только одни ворота, и вроде как будто бы и окей, но не очень. А вот сверху, с холма, ты видишь, вот как это все простирается, и вот как эти здания, в общем, очень красиво. Надеюсь, что в следующий раз, возможно, но там прям за месяц надо или за 2 брать билеты. То есть, как бы, это прям такая целый квест. Мы об этом не знали, думали, что... То есть там даже вот их площадь в Пекине, как у нас Красная площадь, ну, свободно можно пройти, а на Тяньаньмэнь нельзя свободно пройти, нужно билеты брать. Вот, и ты просто там кордоны, и ты такой, ну ладно, спасибо, так, куда можно вообще попасть? Ну, на холм идите, хорошо. Вот. Но, в принципе, вот потом друзья у меня ездили, все по моей схеме ходили, все были очень довольны. Потому что, как бы, действительно, надо просто ехать на неделю в Пекин, чтобы выделить себе несколько дней в запретный город, но в целом, потому что иначе ты еще там вообще не видишь. Вот у нас был в